Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия», в студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 21 апреля. Сегодня Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Трансляция начнется в 12 часов. Посмотреть ее можно будет на нашем канале. Сегодня в мире отмечается День творчества и инновационной деятельности, так что не бойтесь генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь. Один из примеров удачно выраженного творческого замысла – проект мемориала строителям безмолвных рубежей. Современная оригинальная композиция появится в Козловском районе на повороте трассы М7 на село Байгулово. Над мемориалом работает Константин Фомин совместно со скульптором Андреем Коробцовым. По задумке композиция будет наполнена символикой. Например, 38 колонн означает 380 километров линии обороны, что в свою очередь говорит о героизме и тяжелом труде участников строительства. Однако, чтобы воплотить в объеме архитектурно-скульптурную композицию, необходимо продумать все до мелочей. Это совсем непросто. Там большое открытое пространство, столбы, эти пилоны, они достаточно высокие, нужно рассчитывать ветровую нагрузку, плюс они плоские, и у нас конструкторское бюро рассчитывает конструктив сейчас, то есть это совсем непростая задача. Из столицы республики до села Маргауша за счет заведения. Такую однодневную акцию завтра проведет предприниматель Николай Никитин. Маршрутные автобусы будут курсировать для пассажиров совершенно бесплатно. Свою предпринимательскую деятельность Николай Никитин вместе с сыном начал еще в начале 2000-х. После получения лицензии наладили маршрут Чебоксары-Маргауши. На начальном этапе на линии находились 2 микроавтобуса. После 5-летней работы впервые задумались об акции для пассажиров. И в 2006 году пустили бесплатные однодневные автобусы. Так возникла традиция каждые 5 лет дарить людям возможность безбилетного проезда. К слову, сейчас в транспортном парке более 20 машин. Действительно приятно, вот когда людям добро делаешь, говорим, водители говорят бесплатно, не верят, улыбаются. Вот пусть счастье, радость у всех будет. Вот этот наш праздник пусть вместе с нами разделят пассажиры. Этим летом в загородных лагерях Чувашии отдохнут более 9 тысяч детей. Насколько будут заполнены оздоровительные учреждения и как будет организован отдых в условиях сегодняшней эпидситуации? В этом году заявочная кампания по приобретению путевок стартовала 27 марта. И сегодня уже почти все места в лагерях распределены. Однако после 5 мая родители снова могут подать заявку на получение оставшихся свободных путевок. Реализуем 75% наполняемости наших лагерей, и в зависимости от эпидситуации в перспективе будем смотреть уже по дальнейшему наполнению. На сегодняшний день у нас готовятся к открытию 14 загородных лагерей. Это у нас 3 частных: «Жемчужина», «Чувашия», «Салют Солнышко», 2 лагеря подведомственные Министерству спорта Чувашской республики и 9 муниципальных лагерей. По словам руководителя профильного ведомства, лагерь не сможет открыться без соответствующего заключения Республиканского Роспотребнадзора. До 1 июня такое разрешение должны получить все детские оздоровительные лагеря республики, ведь в этот день начнется первая смена. Сегодня Международный день пряника. Побалуйте сладкой выпечкой себя и своих близких. О наиболее ярких событиях расскажу в наших следующих выпусках «Вести Чувашия». Я желаю вам хорошего и продуктивного дня. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».